середины сентября этого года, когда начался отопительный сезон, в Башкортостане стартовали профилактические рейды. Их проводит Управление МЧС России по Башкортостану. Специалисты рассказывают жителям, какие меры безопасности нужно принять и как не допустить чрезвычайных происшествий. Обсудим это прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня у нас в гостях старший инспектор Управления надзорной деятельности и профилактической работы Николай Кулак. Николай Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие задачи стоят перед теми, кто проводит профилактические рейды? И вот с середины сентября уже, можно сказать, половина месяца прошло. Какие результаты, о каких результатах можно говорить? Ну, давайте я традиционно начну все-таки со статистики пожаров. На данный момент, сейчас на 28 число 2020 года в республике произошло 8995 пожаров. Есть небольшое снижение с аналогичным периодом прошлого года, это на 3%. К сожалению, погибли 163 человека, также наблюдается снижение на 16%. Но от травмированных 202 человека, что на 2 человека больше по сравнению с прошлым периодом. Но, как говорится, хоть и видимое снижение пожаров и гибели на них людей, но расслабляться не время, потому что начинается сложный период, не зря его назвали пожароопасный осенне-зимний период. Именно в этот период возрастает количество пожаров. И основная причина возрастания выходит здесь на первый план – это отопительные системы, это печи, электрообогревательные приборы, само собой. Если делать анализ за последние 5 лет, по данным двум причинам, произошло более 6 тысяч пожаров, на которых погибло 285 человек. И травмы получили различной степени тяжести, это 248 человек. А где кроется риск? В чем опасность? В чем опасность? Это, во-первых, само собой, неследимым нужным образом за печным отоплением. Вот жители, у кого имеется печное отопление, не всегда заблаговременно приводят ее в безопасное состояние. Это само собой, если в печи имеются какие-либо трещины, отколы, вкладки появляются, то, конечно, надо же замазать ее, побелить ее. А этим не всегда мы занимаемся, как бы человеческая авось. Да. Ну, кроме того, есть требования для того, чтобы убирать сажу, насколько мне известно. Да? Давайте полностью все рекомендации жителей, которые будут нас смотреть, все-таки 40% жителей республики – это сельские жители. Николай Алексеевич, вам слово. Так давайте вот рекомендациям. Самое главное по печному отоплению. Печному отоплению. Затронем сейчас печное отопление. Самое главное – это если вы видите, что ваша печь уже появилась трещины, то, конечно, надо замазать песчано-глиняным раствором. Как вы правильно сказали, не реже одного раза в 3 месяца надо убирать сажу. Иначе будет перекал печи. Потом непосредственно... Ну, то есть она накопится и может возникнуть огонь. Да, риск в этом. Рисковая ситуация. Самое главное при оборудовании печи, само собой, есть требования норм пожарной безопасности. Это отступки различные, которые требуются расстояние на каком. Обязательно притопочный лист 0,5 на 0,7 метров для предотвращения, если будут падать горячие угли, чтобы пол наших граждан не загорелся. Это что касаемо печи. Также, если печь сейчас зимний период наступает, морозы наступают, усиленно начнут топить, а топка длительное время приводит к перекалу печи. А если перекаливается печь, то, само собой, те части, которые соприкасались с горючими материалами, могут привести к пожару. Часто наши граждане сушат вещи на печах. Это тоже ни в коем случае не рекомендуется делать. Это что касаемо печей. Николай Алексеевич, как часто происходят пожары в банях? В банях, по статистике, в банях происходит где-то порядка 15% пожаров. Но, тем не менее, там тоже нужно соблюдать меры безопасности. Пожалуйста, озвучьте. Да, конечно. Это такая же топочная печь, как и жилища, которые отапливаются. Также есть свои требования и к отступкам, и также притопочный лист обязательно должен быть. И, само собой, переход чердачный должен быть из несгораемых специально оборудованных материалов. Если говорить о многоквартирных домах, то чаще всего причинами пожара что является здесь? Многоквартирные жилые дома. Чаще всего это, опять же, связано с электропроводкой нашей. Потому что ни для кого не секрет, что электропроводка, в основном, тем более старые постройки домов, уже стала непригодной для использования. Потому что сейчас техника современная, которая потребляет большое количество энергии, а мы нагружаем ее, а проводка не выдерживает, и само собой происходит
короткое замыкание, последующим пожаром. Николай Алексеевич, также часто происходят пожары, когда человек в состоянии нетрезвом состоянии курит прямо в постели, и из-за чего тоже возникает огонь. Как часто происходят такие случаи и в каких семьях? Ну, это для нас, правда, самая беда, потому что за последнюю неделю произошли гибель, и 4 по причине нетрезвого состояния заснули с сигаретой. То есть это очень частая и проблема для нас, для МЧС. Ну и дети, когда остаются одни, происходят ли часто такие пожары? Да, поэтому мы везде рекомендуем, вещаем отовсюду, говорим, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Это страшно, когда вроде думаешь, что сейчас бабушка там сбегает за молоком и закрывала своих детей, и из-за человеческой детской шалости происходили пожары, и дети просто не могли выйти. Это очень страшно, поэтому ни в коем случае нельзя допускать этого. На государственном уровне какие меры принимаются? На государственном уровне, Республика Башкортостан сейчас занимает наиболее передовые позиции по оборудованию мест наших граждан автономными пожарными извещателями. То есть по указу главы правительство республики обеспечивает, то есть существует много акций. То есть из последних это акция «Пожарный извещатель в каждый дом», где при рождении ребенка получает дымовой извещатель. Также сейчас из последнего к этой акции присоединилось оборудование жилищ, это инвалидов Великой Отечественной войны участников, само собой 55 и выше, у кого одиноки проживают, то им также бесплатно их жилье оборудуется пожарными извещателями. Даже вот просто вдумайтесь, что благодаря пожарным извещателям с 2016 года, как мы начали эти республики акции проводиться и выдаваться пожарные извещатели, спасено больше 400 человек, из них 155 детей. И это очень большая цифра, поэтому на этом работа не останавливается, она продолжается, существуют следующие наработки по данной акции. Цена его небольшая, и граждане могут сами его даже купить и установить у себя в доме. 300 рублей. Да, условно порядка 300 рублей. Какие еще эффективные меры необходимо применять жителям, чтобы не допускать ЧП у себя дома? Вот ваши рекомендации. Моими рекомендациями это самое главное. Они должны понять, что безопасное состояние жилища в их руках и доведение их в безопасное состояние. Они должны помнить, что жилье, отвечающее требованиям пожарной безопасности, является гарантом их же безопасности. Это самое главное. Поэтому следить обязательно за отопительными приборами, электронагревательными приборами. И ни в коем случае не пользоваться одной розеткой, подключая туда большое количество приборов. Это может привести к перегрузке. А как мы уже сказали, что зачастую наша электрика уже не справляется. Насколько эффективной мерой может быть страхование жилья? Да, конечно, сейчас, потому что страхование идет вперед, и многие люди уже страхуются. Ни для кого не секрет, что пожар много уносит финансовых затрат, которые люди вложили в жилые дома и так далее, и остаются без крова. Ну и при этом ограниченные средства у муниципалитетов. Само собой, они следить бюджет не... В бюджете не предусмотрены в основном эти деньги, там небольшие суммы, но страхование, при том, что ежемесячно там порядка 150 рублей, если не ошибаюсь, стоит страхование жилья, да, и при этом полис, он до 3 миллионов рублей. Все верно, правильно говорите. И ваши рекомендации, в завершении нашей программы, Николай Алексеевич, все-таки страхование, меры безопасности непосредственного жилья, что еще? Страхование, жилье, непосредственно доведение до требований норм правил пожарной безопасности, следить за отопительным оборудованием, за электрикой следить за своей, потому что мы зачастую сами нарушаем и делаем самостоятельно какие-либо скрутки и тем самым допускаем перегрева электропроводки, а это большое количество пожаров именно из-за этого происходит. А можно ли вызвать специалистов вашей службы, чтобы они проверили, каково состояние проводки, допустим? Да, действительно, для этого и делаются подворовые обходы. Это же не только мы занимаемся, это органы местного самоуправления это занимаются. Мы привлекаем образование, привлекаем к этому. И подворовые обходы, большое количество мы выявляем
причин, где требуется ремонт или нарушаются правила пожарной безопасности. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Николай Кулак, старший инспектор Управления надзорной деятельности и профилактической работы. Берегите себя и своих близких, оставайтесь на БСТ. Спасибо.